Когда мы стали узнавать у рабочих, которые ведут вот эту дорогу, они сказали, что нашу старую дорогу просто по ней пойдет вторая линия Тавриды, и просто здесь ничего не предусматривается. Собственно говоря, они нам сказали, мы даже не знали, что здесь люди живут вообще. То есть мы как-то в проекте как-то нас не учли. Вот, мы оказались заложниками ситуации, к сожалению. Очень радовались, что у нас здесь будет эта трасса федеральная, что будет разводка, что будет легче проехать в город. У нас вот люди очень все страдают, потому что это смертельный номер, где по трассе. Трассу вы видели. Там абсолютно не предусмотрена пешеходная обочина. И каждый раз идешь и рискуешь жизнью. Вот у меня супруга в том году попала в ДТП, переходя пешеходную дорогу. И сколько обращались во все инстанции, но ответа такового мы не видим. Мне с детьми очень сложно, потому что здесь ни автобусов нет и не было. Вот сколько мы здесь 4-й год живем, ничего не было. И получается, добираться до больницы приходится на такси. Это, как сами понимаете, немалые суммы каждый раз. Допустим, если даже что-то случится, даже пожарная или кто-то, нормально, никто не может заехать. С одной стороны сплошная полоса, то есть если это машина, въезжать, с другой стороны блоки стоят. Пешеходам тоже, получается, ни остановки нет, ничего. У нас маленькие дети, мы ходить пешком не можем, нам тяжело пешком ходить, конечно. Маршрутки у нас не ходят, если ходят до поворота. А от поворота сюда очень тяжело дойти. Ни обочин, ничего нет. Ездят фуры, машины. Остановку можно сделать заезд. Для этого должны выделить дополнительное ассигнование. Должны провести изыскание, соответственно, составить проект. И такие работы могут выполнить только до декабря 2020 года. Поэтому представьте себе, как можно жить людям, которым нужно завести, допустим, газовый баллон, завести продукты, завести воду и так далее.